Доброе утро, друзья! Наконец-то день настал. Тайсона заводим и начинаем загрузку вещей. Половину вещей вчера еще загрузил. Сейчас догрузимся и выдвигаемся на охоту. Так, у нас Трофимов сегодня выезд. Мы будем охотиться на уток. Здравствуйте, Трофим. Здорово. Надо заправиться. Третья, 150 литров дизель. Дорогое топливо. За 150 литров вышло 12 600, по 84 рубля за литр соляры у нас. Напишите в комментариях, сколько стоит в вашем регионе соляра. Последние закупки, попить на дорогу взяли, хлеб купили. Радует видеть вот такие моменты. Уже вот пятого спортсмена видим, который бежит. Там сразу шестой. Тоже, наверное, после охоты начну бегать. Красавчики. Занимайтесь пока. Так, мы приехали на границу города с Горным Улусом. У нас тут первое мероприятие. Это положить оладушки дедушке Баянаеву за удачную охоту. Этим делом у нас занимается Трофим. Самое главное сделали. Ну что ж, друзья, мы приехали в Кобяйский Улус, где мы, собственно, будем охотиться. Вот это река Тугине, мост новый. Вот граница Горного Улуса и Кобяйского Улуса. Сейчас остановились здесь. Баянайчику подгончик сделаем и дальше двинемся. Погода прелестная, чуть-чуть ветерок. Так вот классная погода. Доехали до деревни. Вот такие в деревне дороги, уже весна в свои права вступила. Такие, видите, какие-то это тоже дорога, моря, океаны. Сейчас мы тут меняем транспорт, пересаживаемся на УАЗик и двигаем дальше в сторону леса, и там на опушке леса нас ждет вездеход. И вот там пересаживаемся в вездеход и едем до места охоты. Тут такой своеобразный квест, чтобы зайти. Ну что ж, доехали мы. Вот тут у нас ждет уже УАЗик. Садимся, вот главный болчет, Дагар. Вот он нас будет сопровождать, Дагарик. Кутя. Первый выезд, да? Первая вылазка. Готов? Сейчас мы быстренько покушаем и поедем. О, Ленка. Здорово. Че, готов? Че, сразу едем, да? Покушали, поехали. Кушать будем, да? Кушать. Дорога плохая, да? Дорога хорошая, 5 часов, нормально. А у тебя кто охотит еды? О, обязательно жареные карасики и
Супчик. Mulla on muuten viikonut, no lohti viikon. Tuossa se viime. Ustahajärite. Musta on ollut se. Ei pakataamara. Se on jäämystä. Inte det helt over. Ja mukaan niin nostuu täällä. Мощное мясо. Надо мусор быстро nostuu, mutta nähdään, miten tätä kasvataan. Так, у нас новые водные, как обычно, вот в деревню приехали, и вот старик у нас свои эти, ну просто у нас по факту очень много бутера в машине, а нас 4 человека, и 4 человека с бутером в УАЗик просто не помещаемся, и поехали, вот решение приняли, что в 2 машины едем до опушки леса, и машины там оставляем, пересаживаемся на вездеход и мелкую технику. Да, перегружаемся на мелкую, на проходимую технику и двигаем дальше. Вот так. Давайте вот немножко деревни посмотрите. Ребят, немного шок-контента вам покажу. Когда я сколько раз приезжаю сюда, вот заправка вот осенью и весной, очень проблематично для всех жителей деревни. Смотрите, какой заезд, да? Тут через неделю вообще невозможно будет заехать, кроме как таких машин подготовленных. Ребята вот кооперируются там, и УАЗики заезжают и берут бензин в канистры и вот так выезжают. Маленькие машины не могут заехать вот здесь. 15 лет сюда приезжаю, 15 лет такая картина. Не могут они здесь отсыпать нормально для жителей деревни, сделать заезд-выезд для заправки. Даже вот просто, скажу вот так, Тоймада нефть, вы являетесь одним из самых крупных поставщиков у нас топлива в Якутии. Вот, вы же в силах провести сюда 4 машины, 5 машин щебня, да, и вот отсыпать дорогу. Так, тоже выдвигаемся. Вот такой, как я говорю, некий троферейд. Вот, через дней 5-7 сюда, кроме как полноприводных машин, никакая машина не заедет. И вот ни администрация, ни Тоймада нефть никак не могут эту часть, маленькую кусочек дороги отсыпать. Уже вот 15 лет, когда езжу, такая же картина. Это я не придираюсь, ребята, ну это по факту так. Может, под этим видео вы там настучите, напишите там. Есть же такая сила интернета. Может, Тоймада нефть у нас одумается, может и администрация села Кобяя одумается, ну сделает так. Ну это же удобно для жителей будет. Так вот, на дорогу выехали, сухо, все хорошо. Мы доехали до места назначения, заехали немножко в лес. И пока что такая обстановка. Ну, думаю, что через недельку у нас тут некий троферейд будет выезжать на Тайсиной. Давайте здесь пишите в комментариях, сможет Тайсон отсюда выехать через 6 дней или не сможет. Пока что мы сейчас вещи перекидываем. О, догорчик. У нас тут ждет вездеходик наш. Этот вездеход самострой. Мы сами делали. Мураш. Японским двигателем на автомате. Гусеницы самодельные. Мосты жигулевские. На таком управлении. Кулиса, автомат. 700 кубов. Мотор. Вот такая техника. Сейчас мы грузим все вещи в эти сани. Немножко в багажник, немножко наверх. И двигаемся дальше. Вот туда. Этот негодник, смотрите, что он наделал. Все штаны мне напачкал. Ну, Догор, зачем ты так делаешь, а? Вот зачем тебе надо вот так делать, а? Братик. О,
толточка заводится, потому что, знаешь, японский движок. Ну иди отсюда. Не лезь ко мне. О, у Ленки новые сапоги. Новые. Обмыть надо, Ленка. Обязательно. Вот он. Вообще, эта техника вообще суперская. Что я беру? Не умеет застревать. Везде едет. Самая мощная техника. Мелочь этого не выпала. Вот все, перегрузили. Танчик. Танчик нас загрузили. Вазик здесь остается. Сейчас я Тайсона чуть вперед дам, чтобы Уазик, если что, отсюда выехал и подстраховал меня. Ну, мало ли что, у меня Тайсон весит 4 тонны. Он может на пузо сесть и не выехать. А мы с трошкой на сани сели вот так, таким образом, примерно так, да. Машина здесь остается, УАЗик здесь остается. Старики говорят, что дня через 2 надо Тайсона увезти в деревню. Потому что здесь, если обтайка будет, мы не выедем. Так что комментарии ваши я не знаю. Ну, надо вывозить его. Все, мы двигали. Двигаем в сторону лесного домика. Тишина в лесу. Только урчит мотор нашего танчика. Заметьте, да, вот, как тихо он работает. Это 4-тактный мотор от Suzuki чего-то там, 700-кубовый, со своим автоматом. Вот, когда вода поднимется, кран будет заезжать. Туда, сильно туда. Это как на лошади скакать, ребята, просто едешь и туда-сюда нивелируешь. Начало есть, экстрим есть. Еще б сегодня на засидке посидеть, кого-нибудь добыть, порох нюхнуть. Вообще была бы красота. Вот так. Опа. Я спиной сижу, Трофим мне говорит, куда надо вес перемещать. Вот так и двигаемся. Хотел бы вам заснять стариков показать, но у них ширма такая. Нам их не видно. Приехали к нашему отелю 4-звездочному в лесу. Так, аккуратно, аккуратно. Ничего себе. Вот наш отельчик. Это наша система отопления. И все, друзья мои. В этом домике мы будем обитать следующие наши 5 дней. Наш шофер, летчик. Давайте за ним проследуем, посмотрим. Первый беглый взгляд на наши апартаменты. Так, давайте знакомиться. Заходим. Тут 2 человека. И тут 2 человека. Один головой сюда, один головой сюда. Здесь кушаем, пьем. Здесь греемся. Наш охранник. Будешь нас охранять, Догор? Будет, конечно. Ему здесь все в новинку. Молодой. Впервые здесь. Знакомиться с лесом. Сейчас будем разгружать все. Располагаться. Ну, вон там озеро есть. Сейчас туда пойдем. Ну вот, я сухой делаю. Первым делом
находится, топится печка. Так, как говорится, мы заселились и в первую очередь начинаем так, остатки былой роскоши, зимняя подлетная чир. Будем сейчас строгать и кушать. И потом готовиться к защитке. Так, это пойдем молодому договору отдадим. Пусть развлекается. На, кушай. Пошел, 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 пошел. Пошел приятность. Да. Борчок? Сливочный вкус. Да. Ölüğün alın tardığıtından ejigenge 4 gradus tımlı 7 gradus sıla, sangarga 2 gradus sıla spoluğa. Так, у нас движуха началась, ребята. Мы сейчас на танчике с избушкой выдвигаемся. Идем расставлять чучела на сегодняшний день, на сегодняшнюю ночку. Сейчас мы приехали расставлять наши чучела и потом привезем. Смотрите, мы здесь устроили некую, да, вот, трактором заранее сделали. Вот такая лужица, да, казалось бы, да? Не все так просто. Охота, она предполагает как бы некие затраты трудовые, знания, да, вот, знания вот этих людей. Оленя шкура, за сиденье, все так сделано. Сидим примерно вот так. Обзор такой. Солнце садится, и буквально через часа полтора мы будем тут сидеть и выжидать свою добычу. Вот примерно вот так. Вот наши чучела. Утки у нас будут садиться примерно вот сюда. И будем здесь. Пам-пам-пам-пам. Сегодня какие у нас прогнозы? Дмитрич? Прогнозы хорошие. А очень хорошая ночь будет. Да. По прогнозам. Вон где уже стреляют, значит, к нам придет. Погода как у нас? Погода сегодня ночью Заморозки до 11, ушли. наверное, постреляем, а после нет, наверное. Потом с утра, часу ночи, после часа, после 2. А так в час ночи. После двух. Это мы с Мирланом на всю ночь остаемся. Антахсар. Ага, ну так собой. Да. Мы на всю ночь останемся. С Мирланом. С утра. По-любому ночью налет Вот. будет. Обратно приехали. Наш уютный отель 4-звездочный. Выползаем из нашего лимузина. Вот так. И где-то примерно через часа полтора-два уже потемнеет. И мы идем на засидку. Подготовка оружия. Вот Трофима в одном чехле 2 ружья. Я им косулю добыл. Первый выстрел. Вот он. И специально он попросил меня привезти его, попробовать. Первый же выстрел, первая же добыча косуля. Тройка дробь. Он это был
самый-самый, который все добывает. Вот он. Сейчас. Это таран, не таран. Сейчас только с ним хожу. Срубма ханам курим. Фила бывает. У нас вот такие просторы. С этой стороны. С той стороны у нас засидка где-то вот здесь. Мы приехали с этой стороны. У нас с собой термоса, чай, кофе, ружья. Сегодня наша погода на класс. Ты лужу нашу покажи. У нас такое отсюда вид. Лужечку нашу покажи. Вот. Вчера мы посидели немножко в засидке. Одну кряку добыли. Это вообще успех, ребята. Первую же ночь кряку добыть. Мы сейчас проснулись, 11 час. Готовим гоголь-моголь. Такой завтрак у нас. Просто это неслыханный жир в лесу в Ичане. Утром завтракать яичницей. Омлет с перцем. У нас вот огурцы. Все по чину, ребята. Трофим даже штаны еще не одел. Но мы только проснулись. Сейчас будем обкатывать новый казан. Такой чугунный казан привез на охоту. Вытапливаем. Лук отправили в казанчик. Сейчас вытопили бараний курдюк. Прелесть. Лук у нас позолотился. Далее отправляем баранинку. Красота. И вот она, морковочка у нас жарится. Парень, отойди, сейчас шерсть подпалишь. Воду залили, перчик отправили. Сейчас чесночка туда. Ждем закипения. Зирвак у нас готовчик. Огромное счастье, ребята, вот так сидеть в лесу, в тишине. Потрескивание костра. У нас там половечник, зирвак варится. Вот. С тестем сидим возле дров. Нам дымок идет. Вот это счастье. На самом деле, вот надо оценить такие моменты. Рис уже поехал в казан. Теперь самый главный ингредиент. Секретный рецепт секретного супа. Это прямо зира называется. Без этого плов не будет плова. Рис пошел томиться. Ждем. Где-то минут 20 плова. У нас с разведки едет наш танчик. Леонид Дмитриевич на танке. Вот это техника, ребята. Антон, би манолар вот. Би манолар. Сегодня у нас получается, мы вчерашней лужице мы будем сидеть, 2 человека. Ленка сейчас пошел на танчике, там сделал еще одну лужицу. Битва! А как будем делиться? Старики и молодежь-то? Да. Давайте, ребята, пишите, кто за стариков, кто за молодежь. Будем соревноваться. Да, вчера одного селезня взяли. Вот такой он красавец. Наконец-то, друзья, плов готов. Будем кушать со сковородки. Сейчас вот вытаскиваю. Рассыпчатый весь. Вообще огонь. Закончилась моя охота. Едем домой. На самом вездеходе всех времен народов. Вот этой техники, которая 50 лет вот так шипать по любым дорогам и не дорогам.
просто едет.